Среди исторических памятников города Уфы особое место принадлежит архитектурному ансамблю Первой соборной мечети, который сразу же бросается в глаза при въезде в столицу Башкортостана через Южные ворота. На его территории находится резиденция муфтия Центрального духовного управления мусульман России. Какова причина его возникновения и какой след в истории оставило это религиозное учреждение? По условиям вхождения Башкирии в состав русского государства, ее населению гарантировалось право владения собственной землей на правах вотчинников, а также неприкосновенность их религии. Однако правительство часто нарушало данное обещание. Это вызвало череду башкирских восстаний XVII-XVIII веков, многие из которых имели религиозную подоплеку. В XVII-XVIII веках религиозная политика России была далека от толерантности и в целом была направлена на подавление инаковерия. Причем это касалось не только ислама, но также язычества и староверчества. Но очень массирная политика проводилась новокрещенской конторой, которая находилась сначала в Свияжске, потом в Казани. Она отчиталась за 400 тысяч человек мусульман и язычников, которые приняли православие. Но насколько серьезным была вообще эта концепция, то есть вот этот переход в православие, сказать сложно, потому что многие, получив льготы, привилегии при переходе в православие, впоследствии оказались очень неустойчивыми христианами. Особенно это характерно для Казанской губернии. Репрессивная политика по отношению к исламу достигала пиковых точек в правлении Алексея Михайловича, Петра I, Елизаветы Петровны, которая, например, издала указ о разрушении всех мечетей на территории Казанской губернии. Однако башкирские восстания всякий раз заставляли правительство смягчать религиозную политику. На территории Башкирии власти осторожничали и не позволяли себе радикальных методов подавления инаковерия. Именно поэтому центр российского ислама постепенно сместился именно туда. По данным казанского историка еще дореволюционного Фирсова, вот этот поток фанатичного мусульманского населения особенно сильно начинается в начале XVIII века. То есть те наиболее, скажем так, глубоко верующие мусульмане могли найти защиту, могли гарантировать сохранение своих верований только на территории Башкирии. Здесь они находились под защитой башкир. Так продолжалось 200 лет, вплоть до правления Екатерины II. Являясь сторонницей политики просвещенного абсолютизма, она понимала порочность существующего положения. Поэтому в 1773 году выходит в свет Синодский указ о терпимости всех вероисповеданий. Показательно, что именно правление Екатерины положило конец башкирским восстаниям, причем преимущественно мирными средствами. Они выразились в двух проектах оренбургского губернатора Осипа Игельстрема. Они состояли в учреждении Оренбургского магометанского духовного собрания и создании башкиро-мещерятского войска. Принятие акта о веротерпимости привело к бесконтрольному росту числа мусульманских проповедников, что не могло не беспокоить местную власть в лице губернатора Игельстрема. Барон Отто Генрих Осип Андреевич Игельстрем, генерал от инфантерии. В 1784-1792 годах генерал-губернатор Уфимского наместничества. В 1796-1798 годах военный губернатор Оренбургской губернии. Игельстрем докладывал в Петербург, что странствующие муллы, ведущие антироссийскую пропаганду, представляют опасность для государства. По данным многих чиновников той же администрации Игельстрема, особенно в конце XVIII века резко усилилась мусульманская пропаганда из Средней Азии на территории Оренбургской губернии. Об этом, кстати, очень интересно писал его чиновник Мертвага, будущий сенатор, который отмечал, особенно в ходе русско-турецких войн, пропаганда агитации из Бухарии, как он писал, которая проводилась мусульманскими проповедниками в Башкирии, резко активизировалась. Он подал Игельстрому план о том, что мы должны поставить под контроль назначение мусульманских мул и ахунов, поскольку если мы выпустим из рук эту прерогативу, то назначение будет утверждаться там, в Средней Азии.
Поэтому генерал-губернатор предлагал императрице создать особенную комиссию по назначению лояльных правительству элементов на должности мусульманских духовных лиц – ахунов, имам-хатибов, кадиев, мударисов и муэдзинов. Лицензирование исламских священнослужителей, оно преследовало, конечно же, две цели. Первая цель – это лояльность органам государственной власти. Это естественно в любом государстве, которое проводит активную внутреннюю политику. Ну и во-вторых, я думаю, нельзя об этом забывать, это все-таки государство пыталось отслеживать определенный качественный уровень подготовки священнослужителей. И вот 22 сентября 1788 года императрица подписала соответствующий указ о создании соответствующего органа – учредить в Уфе духовное собрание магометанского закона. 10 годами позже, в 1798 году, по проекту того же самого Игельстрёма создается башкиро-мещерякское войско и вводится система кантонного управления Башкирией, которая, насколько это возможно, исключает вероятность прежних башкирских восстаний. И создание, например, кантонной системы, которая предполагала жесткое подчинение башкирского самоуправления военным структурам, в принципе, преследовала ту же цель – оградить от посторонних внешних каких-то влияний, прежде всего из-за границы, и действительно создать военную структуру подчинения. Таким образом, войсковое управление контролировало повседневную жизнь и армейскую службу башкир и мишарий, составлявших большую часть мусульман Оренбургской губернии, а магометанское собрание следило за их душами. Оставляя в стороне вопрос о башкиро-мещерятском войске, обратим внимание на факт создания Оренбургского магометанского духовного собрания. Екатерина Великая, если не уравняла ислам с государственной религией Российской империи православием, то окончательно легализовала его. Однако учреждение Уфимского муфтията имело гораздо более глубокие последствия, чем институционализация ислама в качестве официального вероисповедания. Однако почему магометанское собрание получило название Оренбургское? Дело в том, что на территории этой губернии, в состав которой входила Башкирия, проживало наибольшее число мусульман Российской империи. К тому же в Оренбурге находились управление и штаб башкиро-мещерятского казачьего войска. Тем не менее, местом пребывания муфтията была избрана Уфа, как исторический центр Башкирии. Первым муфтием был назначен Мухамеджан Хусейнов. Мухамеджан Хусейнов, муфтий в 1788-1824 годах. Национальность – мишар. Родился в смешанном башкиро-мишарском селе Султанай нынешнего Кушнаренковского района республики. Его родители были выходцами из села Бурундуки Свияжского уезда Казанской губернии. Мишари – это этнос, ведущий свое происхождение от мищоры, финно-угорской народности, перешедшей на тюркский язык и принявшей ислам в эпоху Золотой Орды. Мишари, безусловно, считали себя отдельным народом, этносом. Самосознание их отличалось, кстати говоря, от того, что мы называем татарским сейчас, поскольку все-таки в своих челобитных коллективных в обращении к царскому правительству они указывали, что мы, в отличие от казанских татар, служили русским царям еще до взятия Казани и сами участвовали в штурме Казани. Выбор фигуры первого муфтия не был случайным. Еще задолго до своего избрания Мухамеджан Хусейнов, проходя обучение в медресе Бухары и Кабула, занимался сбором секретной информации для Российской коллегии иностранных дел. По поручению губернатора Игельстрёма совершал дипломатические визиты в Казахстан с целью расширения российского влияния путем подчинения казахов духовному авторитету Оренбургского магометанского собрания. На этом направлении он добивается определенного успеха. Не случайно в благодарственном письме к Екатерине II Мухамеджан Хусейнов именовал себя киргиз-кайсатским муфтием. Муфтий был реалистом и прагматиком. Он жестко критиковал ориентацию на османский халифат. Он считал, что некоторые муллы, подстрекающие российских мусульман выступить на стороне оттоманской порты, ведут свой народ к гибели. Яркий пример башкирских восстаний, потопленных в крови, был у всех на виду. Умер Мухамеджан Хусейнов в 1824 году. Был похоронен в селе Адзитарова Кармаскалинского района Республики Башкортостан. Александр I, совершавший в это время путешествие по собственной империи, прибывает в Оренбург.
Генерал-губернатор Петр Эссен представляет ему городского ахуна Абдусаляма Абдрахимова. И это обстоятельство решает вопрос о кандидатуре второго муфтия. Абдусалам Абдрахимов, муфтий в 1825-1840-х годах. Родился в башкирском селе Абдрахманово Бугульминского уезда Самарской губернии, ныне Альметьевского района Республики Татарстан. Состоял в сословии типтярей. Из этого же селения происходил башкирский писатель и председатель ЦИК Башкирской АССР в 30-е годы прошлого века Афзал Тагиров. Жители села Абдрахманово состояли из башкир-вотчинников рода Юрми и типтярей. Но типтяри – это достаточно интересная группа населения. Она увеличивается к концу 18-го, особенно началу 19 века. Их называют еще припущенниками. Но этнически это была совершенно пестрая масса, поскольку все-таки первоначальный пласт типтярей составляли башкиры-вотчинники, которые потеряли права на землю во многом в ходе восстания. Утратив свои земельные права, они вынуждены были селиться на землях других вотчинников, но уже в качестве неполноправных собственников. Абдусалам Абдрахимов вошел в историю как инициатор возведения зданий религиозного назначения в Уфе. По его ходатайству в 1830 году на средства купца второй гильдии Мумина Тагировича Хазисиитова из города Царево-Кокшайск, ныне это Йошкар-Ола, был построен комплекс первой соборной мечети. После смерти второго муфтия на его пост встал Абдул-Вахид Сулейманов. Абдул-Вахид Сулейманов, муфтий в 1840-е и 1862 годы. Родился в мишарском селе Абсалямово, нынешнего Аургазинского района Республики Башкортостан. Предки муфтия были выходцами из села Улу-Арбишча или Большое Рыбушкино Нижегородской области. До своего избрания муфтием он служил имамом Санкт-Петербургской соборной мечети. Деятельность Абдул-Вахида Сулейманова была направлена на повышение статуса Магометанского собрания и расширение его административных полномочий. После смерти был похоронен на мусульманском кладбище в Уфе. После кончины Абдул-Вахида Сулейманова в мусульманском обществе развернулось широкое движение за выборность председателя Магометанского собрания. Новые веяния были вызваны духом реформ Александра II. Однако правительство опасалось избрания политически неблагонадежного человека. Поэтому оренбургский губернатор Александр Безак, недолго думая, посадил на пустовавший в течение 3 лет пост муфтия помещика Салимгарея Тевкелева. Салимгарей Тевкелев, дворянин и отставной штаб-ротмистр Павлоградского гусарского полка. Муфтий в 1865-1885 годах. Предки муфтия были служилыми мурзами из города Касимов, нынешней Рязанской области. Сам Салимгарей Тевкелев родился в деревне Килимово, современного Буздякского района Республики Башкортостан, где и поныне стоит родовой дворец Тевкелевых. Новый муфтий не пользовался большим авторитетом у мусульман. Во-первых, потому что не имел религиозного образования. Во-вторых, потому что его фамилия вызывала негативную ассоциацию у коренного населения края башкир. Дело в том, что прадед муфтия, генерал-майор Кутлу Мухаммед Тевкелев, после крещения Алексей Иванович, приобрел дурную славу карателя во время подавления башкирского восстания 1735-1740 годов. Тем не менее, его председательство имело некоторые положительные стороны. Муфтии, верховные муфтии, которые стояли во главе Магометанского собрания, они осуществляли и осуществляют сегодня связь между верующими, зарубежными центрами и органами государственной власти. Причем некоторые из муфтиев, например, Тевкелев, они обладали и европейской образованностью, и некоторые знали и русский язык, и некоторые европейские языки. То есть это были образованные люди своего времени, которые мыслили, можно так сказать, стратегически. Муфтий Салимгарей Тевкелев был похоронен во дворе Первой соборной мечети, а его место занял Мухаммедьяр Султанов. Мухаммедьяр Султанов – дворянин и отставной подпоручик башкирского войска. По национальности башкир, из рода Байляр. Происходил из села Мастеево Менделинского уезда Уфимской губернии. Муфтий в 1886-1915 годах. Назначение на должность муфтия военного, да к тому же беспрекословно выполняющего указания правительства, вызвало новое недовольство мусульман.
Чтобы повысить его международный авторитет, правительство разрешило совершить ему хадж в Мекку, во время которого Султанов встречался в Стамбуле с халифом и османским султаном Абдул-Хамидом II. Однако для восстановления реноме этого было мало. В это время среди мусульман Казани становятся популярными идеи богослова Шихаб-ад-Дина Марджани о создании единого мусульманского миллета под названием татары. Дело в том, что вплоть до 20 века название «татары» не имело идентификации ни у одной из этнических групп, населявших Поволжье и тем более Южный Урал. Были народы с четким национальным самосознанием – это башкиры и мишары. Было сословие тептерей, которое почти превратилось в этнос. Что касается населения Казанского края, то они именовали себя просто мусульманами. Как пишет казанский исследователь Айдар Хабуддинов, вплоть до начала 20 века татары, как самоназвание, не было общепринятым для предков большинства будущих членов татарской нации, так как члены нации чаще всего называли себя мусульманами в противовес христианам. Однако мусульманин – это не этноним, а конфессиональная принадлежность. Находя подобное положение вещей неудовлетворительным, Шихаб-ад-Дин Марджани предлагает им называться татарами, так, как их именовало в обиходе русское население. В отношении, например, ясашного пахотного населения податного Казанского, Уфимского уезда использовалось понятие ясашный чувашенин или ясашная чуваша. Вот. И действительно, мы наблюдаем довольно позднюю консолидацию этноса, который впоследствии будет называться татарами. Эта идея была подхвачена казанским духовенством и буржуазией, а ее пропагандой и реализацией занялись структуры муфтията. Именно поэтому, по мнению казанского историка Айдара Хабуддинова, Оренбургское магометанское духовное собрание является колыбелью татарской нации. А ректор Нижегородского исламского института Дамир Мухиддинов замечает: и если для формирования башкирского этноса Оренбургское магометанское духовное собрание не сыграло определяющей роли, то для татар именно муфтият создал миллет-нацию. К этому этнониму стали присоединять и другие этнические группы, в том числе и те, которые, вот, в частности, у нас стали называться мишарами, тептярами. Они еще позже были включены, уже только в 20-е, 30-е годы уже 20 века. Их просто как этническое название было вычеркнуто из списка переписи. Вот, и они вынуждены были назваться татарами. Что касается муфтия Султанова, то он устраняется от процессов, охвативших мусульманское общество, и полностью теряет над ним контроль. Тем не менее, траурная процессия в день его погребения растягивается на целую версту вдоль стен муфтиятской резиденции. Мухаммедияр Султанов был похоронен во дворе первой соборной мечети. Его место занял Мухаммед Сафа Баязитов. Мухаммед Сафа Баязитов – сын богослова Гатаулы Баязитова из мишарского села Тюменсу Касимовского уезда Рязанской губернии, муфтий в 1915-17 годах. В 1937 году был расстрелян. До своего избрания на высший пост мусульманской иерархии Мухаммед Сафа Баязитов служил имам-хатибом второго прихода Санкт-Петербурга. В 1914 году он создал движение «Сиратуль-Мустаким», что в переводе значит «прямой путь», которое стояло на монархических, почти черносотенных позициях. Сразу же после февральской революции Баязитов был смещен с должности за сотрудничество с охранным отделением. Его место занял Алимджан Баруди. Алимджан Баруди родился в селе Малые Ковали, нынешнего Высокогорского района Республики Татарстан. Был мюридом суфийского шейха Зайнулы Расулева. Основал казанское медресе Мухаммадия. Баруди был членом партии Иттифак аль-Муслимин, то есть Союза мусульман. При нем Оренбургское магометанское духовное собрание переименовывается в ЦДУМ – Центральное духовное управление мусульман внутренней России и Сибири. Процесс конструирования татарской нации закономерно приводит к объявлению экстерриториальной автономии и образованию милли-идара, то есть национального управления тюрко-татар. В этой ситуации Алимджан Баруди принимает волюнтаристское решение о включении возглавляемого им муфтията в состав Национального управления тюрко-татар на правах Министерства по делам религии.
Башкирские имамы не согласны с превращением общемусульманского Цдума в Национальное министерство татарского милета, учреждают отдельное духовное управление мусульман Башкортостана. Одновременно Ахмед Заки Валиди и его соратники создают автономный Башкурдистан, чем выражают несогласие с проектом штата Идель-Урал и его советизированным вариантом Татаро-Башкирской республики. Декретирование в 1920 году отдельной татарской АССР юридически закрепляет образование новой нации. В 1921 году муфтием Думес становится Резаэддин Фахриддинов. Реза-ад-Дин Фахриддинов, историк, писатель и богослов. Муфтий в 1923-1936 годах. Родился в тептярском селении Кичучат Бугульминского уезда Самарской губернии, ныне Альметьевского района Республики Татарстан. По национальности башкир рода Юрми. После отмены сословий Резаэддин Фахриддинов, как и десятки тысяч других тептярей, самоопределился как башкир. В списке членов мусульманской религиозной общины при Первой соборной мечети города Уфы читаем: Фахриддинов, Резаэддин, муфтий, башкирин, неимущий. Далее следует личная подпись. Башкирами же числится его жена и 6 детей. Некоторые из муфтиев духовного управления были не только религиозными деятелями, но и достаточно известными светскими учеными, которые интересовались историей народов, населяющих Поволжье. Например, Резаэддин Фахриддинов, который написал несколько трудов, касающихся истории региона, отстаивая концепцию булгарского происхождения. То есть его труды оказали влияние не только на развитие богословской мысли, но и исторической мысли данного региона. Резаэддин Фахриддинов был сторонником булгаризма, идейного течения, целью которого была консолидация всех мусульман Поволжья и Урала – татар, башкир, мишарий, тептярий – на основе булгарского наследия. При этом он резко критиковал идею татаризма. В своей книге «Булгарские и казанские тюрки» он пишет, взяв безо всякой критики и проверки в качестве самоназвания упоминаемых в русской исторической литературе татар, совершили большую ошибку. То, что наследники мусульманской Булгарии взяли себе имя язычников-монголов, разрушивших эту самую Булгарию, он считал злой шуткой истории. Резаэддин Фахриддинов умер в 1936 году и был похоронен на мусульманском кладбище Уфы. Его сменил Абдрахман Расулев. Абдрахман Расулев – муфтий в 1936-1950-х годах. Родился в селе Ахуново, нынешнего Учелинского района Республики Башкортостан. По национальности башкир из рода Кувакан. Абдрахман Расулев, как и отец Зайнулла, был шейхом суфийского ордена Накшбандия. Во время Великой Отечественной войны объявил джихад фашизму и призвал мусульман Советского Союза сражаться против Германии до победного конца. После смерти был похоронен во дворе Первой соборной мечети. Его место занял Шакир Хиялиддинов. Шакир Хиялиддинов, муфтий в 1951-1974 годах. Родился в селе Звериноголовка, нынешней Курганской области. Был мюридом шейха Зайнуллы Расулева. Его председательство пришлось на период еще большего сужения религиозной жизни мусульман. Однако при нем началась отправка молодежи на учебу в бухарское медресе «Мир Араб». После его смерти муфтием стал Абдул-Бары Исаев. Абдул-Бары Исаев, муфтий в 1975-1980-х годах. Родился в смешанном башкиро-мишаро-тептярском селении Верхний Аташ Чекмагушевского района Республики Башкортостан. Его предки были мишарами Тамбовской губернии. После недолгого служения муфтием Абдул-Бары Исаев уехал в Ленинград, где и ранее занимал должность имам-хатиба соборной мечети. Его сменил Талгат Таджуддинов. Талгат Таджуддин, муфтий Думес, а затем Центрального духовного управления мусульман с 1980 года. Родился в 1948 году в Казани. Окончил бухарское медресе «Мир Араб» и каирское «Аль-Асхар». Думес в связи с начавшимся распадом в 1992 году был преобразован в Центральное духовное управление мусульман. Толчком к распаду единого муфтията стало вторичное образование отдельного духовного управления мусульман Башкортостана.
Если окинуть взглядом прошлое, то нужно признать, что такой ход событий был закономерным, так как муфтият не смог стать наднациональным органом управления всех мусульман России. По сути дела, продолжая старую традицию этноцентризма, заложенную в период формирования татарского миллета в конце XIX – начале XX века. Так или иначе, деятельность уфимского муфтията оставила глубокий след в истории России.